Работа Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации государственной целевой программы «Жилище 2023-2025» в текущем году завершена. Каковы итоги работы, проведенной жилищной комиссией, а также какие изменения внесены в программу по демографической политике? Побеседуем с Ромео Черкезия, главой правового отдела Министерства социального обеспечения Абхазии, и Сабиной Андарбуа, начальником отдела демографии этого ведомства. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ромео. Здравствуйте, Сабина. Итак, комиссия объявила о завершении целевой программы «Жилище 2023-2025» на этот год. Как была реализована программа? Сколько человек получили в рамках этой программы в этом году жилье? Кому отказали и по каким причинам? Добрый день еще раз. Значит, хочется предысторию уйти в плане того, что в данную программу, значит, по сравнению с 2022 годом на 2023 год были внесены изменения соответствующие. Данные изменения, значит, коснулись финансирования программы. Из 40 миллионов, значит, было увеличено на 20 миллионов. То есть, соответственно, на 2023 год было предусмотрено 60 миллионов рублей на реализацию данной программы. А также внесены изменения были, в частности, минимальной оплаты выделяемых финансовых средств на приобретение жилья, то есть от 500 до 700 тысяч, и от 1 миллиона до 1 200 000. Максимальная выплата. В этом году, значит, нам удалось, Межведомственной исполнительной распределительной комиссии удалось рассмотреть 103 заявления граждан. Это по следующим, значит, категориям. Дети-сироты, а также чьи родители во время войны погибли или пропали без вести, инвалиды первой группы, в том числе и ответственной войны народа Абхазии, у кого дети инвалиды или же сам заявитель является инвалидом детства, 5 и более детей, а также семьи погибшим. Из числа, значит, рассмотренных 103 заявлений одобрено было комиссией 67 заявлений. Остальные? Значит, 30 заявлений у нас по программе вынесено решение об отказе участия в данной программе ввиду того, что комиссии и ответственным органам, то есть Министерству обеспечения, было выявлено факт того, что заявители ранее они обладали жилплощадью или на момент заявления уже приобрели собственную жилплощадь. На основании, значит, данных пунктов было вынесено решение об отказе. 6 заявлений у нас находятся на доработке. То есть данные заявления уже будут рассмотрены в следующем году ввиду того, как мы уже кое-какие недочеты у данных граждан, значит, в заявлении, то есть мы устраним. Ну, мы говорили с вами, да, о том, что программа увеличена, финансирование программы увеличено в этом году. Скажите, а по количеству получивших жилье, количество людей стало больше, меньше? Да, конечно. Проводя аналогию, значит, предыдущих годов, где было финансировано 40 миллионов, нам максимум удавалось 50-51 заявление рассмотреть и одобрить. В этом году нам удалось 67 заявлений граждан удовлетворить, то есть решением о выделении финансовых средств на приобретение жилплощади на сумму 60 миллионов рублей. Из них вот на сегодняшний день, значит, все граждане в категорию, которые обратились сирота, то есть все заявления рассмотрены в данной категории. Из категории сирота все заявления одобрены. Только одно заявление, оно у нас на доработке. Много таких? Одобренных было именно в этом году 17 заявлений в категории сирота. Значит, мы также смогли покрыть категорию, то есть рассмотреть все заявления, поданные в категорию как инвалид первой группы, в том числе и инвалид первой группы Отечественной войны народа Абхазии. То есть данные заявления также все рассмотрены, и в основной, то есть и все количественно, значит, одобрены. В основном или 100%? Нет, в основном одобрены, потому что среди данной категории также есть решение по отказу. Это ввиду того, что ранее уже заявителю предоставлялось жилплощади от государства, или же он был собственником уже жилой площади, или же является на сегодняшний день также собственником жилплощади.
То есть эта категория на сегодняшний день тоже у нас ни одного заявления уже нету. Как бы. То есть мы все рассмотрели. Да, факт того, что еще обратятся граждане в данную категорию, оно, конечно, имеет место быть. Но на сегодняшней комиссии данные две категории, они полностью реализованы. Также хочется подметить, что в категорию, где у нас является на иждивении ребенок инвалид, а также сам заявитель инвалид детства, все заявления, в принципе, они рассмотрены, кроме 7-8 заявлений, которые у нас из-за того, что у нас средства на этот год израсходованы, мы их не успели рассмотреть. Они у нас в основном уже, как говорится, сформированы, все материалы, то есть по данным гражданам. То есть это, в принципе, огромное количество. То есть учитывая, какой объем был всего. Вот самая большая категория из первоочередных, это было инвалиды детства, у кого на иждивении. То есть мы, в принципе, данную категорию, то есть на 90% в принципе, завершили тоже. То есть следующие, те граждане будут в следующем году уже рассмотрены. У нас разговор пойдет, коснется в том числе и демографии, да, демографической политики. Поэтому такой вопрос. Многодетные семьи, где 5 и более детей, есть наверняка, где поменьше, там 4-3. Вот сколько семей удалось охватить в рамках этого года? Да, у нас по программе, значит, есть такая категория 3 и более детей, но в приоритет при рассмотрении данной категории отдается 5 и более у кого. Вот у нас на сегодняшний день более 20 заявлений 5 и более детей в остатке. А так мы также в этом году 5-6 семьям, то есть тоже смогли также одобрить. Ну, некоторым также отказ, конечно, тоже было вынесено решение. То есть у нас, данная категория тоже, в принципе, к рассмотрению мы уже ежегодно, как бы, то есть мы рассматривали. И со следующего года мы думаем, что если количество не поменяется, да, вот прям объем не увеличится заявлений данной категории, то мы эту категорию тоже покроем. Вот категорию 4-3 мы надеемся, что приступим в следующем году, акцентируясь на статистические данные сегодняшнего дня. А много подавали заявлений многодетные семьи, вот где 5 детей? В общем, за все действие программы, конечно, да, заявлений... Ну, я имею в виду сейчас вот этот год и в процентном отношении, как удалось... К концу, значит, 2022 года мы подходили около 23 заявлений в категории 5 и более детей. На сегодняшний день, да, с текущего года также в эту категорию обращались граждане, естественно. Но в общем у нас было около 35 заявлений в данной категории. Сегодня у нас там около 22 где-то заявлений в остатке еще. Остальные, как бы, то есть решения по ним вынесены. У нас бывает просто, где категории пересекаются между собой. Из 35 28 положительно, да, рассмотрено? Нет, из 35 заявлений в категорию 5 и более у нас в остатке осталось около 22-23 заявлений на сегодняшний день. Так как в данной категории максимальная выплата, то есть постоянно предусмотренная. Но у нас бывает часто, что категории между собой пересекаются. Это в частности того, что 5-6 детей и ребенок является инвалидом. Или же 5-6 детей, заявитель является инвалидом первой группы Отечественной войны народа Абхазии. То есть мы тут в данном случае, то есть вот такие моменты тоже у нас есть, мы, естественно. Вот сейчас, я надеюсь, Сабина подхватит разговор. Действительно, вот цифры были приведены. 100% многодетных семей не удается там квартирами, жильем обеспечить. Возможно, там какие-то неправильные цифры, да, неправильное оформление и так далее. Вот требования, да, к выполнению, к получению жилья. Возможно. Но, тем не менее, что бы вы сказали о том, вот как эта программа реализуется с точки зрения того, как поддерживаются семьи, многодетные семьи, и как это бы могло повлиять на демографию? Добрый день еще раз. Начну с программы. Программа развития демографии действует с 2016 года. Но в Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия с фонда репатриации передали в марте 2021 года. И если говорить о статистических данных, с 2021 года по 2022 год было принято и рассмотрено 782 заявления. И основной целью данной программы являлось осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Ну, это по отдельной программе идут выплаты. Мне хотелось бы просто, вот как человек, который владеет ситуацией, чтобы вы
как-то могли оценить, вот, скажем, успех или, не знаю, возможности вот этой программы для улучшения демографической ситуации? Да, для дальнейшего развития демографии было принято решение усовершенствовать данную программу и внести в нее изменения. А именно, изменения коснулись выплат. Это осуществление единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей семьям при рождении второго ребенка. Осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. И осуществление единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении четвертого и последующего ребенка внесли такие изменения. Когда будет действовать вот эти новые правила? Уже с сегодняшнего дня будут действовать эти правила. А также хочу отметить, что эти изменения коснутся семьям, у которых дети родились в 2023 году. То есть... Угу. Интересно. Да, и могут обращаться. В связи с изменением программы объем финансирования программы развития демографии с 50 миллионов рублей было увеличено до 90 миллионов рублей. Эти денежные средства идут из фонда бюджета репатриации. Угу. Расскажите теперь, с чего надо начинать людям, которые попадают вот под те вещи, которые вы перечислили, чтобы получить вот эти новые какие-то выплаты по изменившейся программе? Собрать перечень документов, которые необходимы. Можете назвать? Это паспорта, свидетельство о рождении всех детей, свидетельство о заключении брака, справка с места жительства и о составе семьи, справка с места работы, если родители работают, если нет, со школы или с детского сада, и расчетный счет в любом банке открыть на имя заявителя. Угу. Куда обращаться? Обращаться в Министерство социального обеспечения и демографической политики, в отдел демографии. Угу. А что вы ожидаете? Большого наплыва людей? У вас есть, наверное, какие-то предварительные списки и так далее? Но если говорить о принятых и рассмотренных заявлениях в этом году, за 2023 год, было принято и рассмотрено 164 заявления. Из 164 заявлений 40 семьям за рождение четвертого и последующего ребенка будет осуществлен перерасчет. То есть еще 100 тысяч рублей мы начислим им. Угу. Я так понимаю, что для каждого случая своя сумма, которая выплачивается. Да. Могли бы сказать, вот как она варьируется? Повторюсь, за второго ребенка в размере 50 тысяч рублей, а за третьего в размере... От 50 тысяч до? 100 тысяч, за третьего 100 тысяч рублей, за четвертого и последующего в размере 200 тысяч рублей. Очень неплохо. Фиксированная сумма. Да, скажите, пожалуйста, откуда резервы? Из фонда бюджета репатриации. Да. Угу. Я все-таки повторю свой вопрос по поводу того, что говорил Ромео, да, вот этой жилищной программы и той связи, которую она имеет с демографией, с демографической ситуацией. Мне просто интересно ваше мнение по этому поводу. Как вы думаете, как она влияет? Вообще понятно, что у нас жилищная проблема есть, что молодые семьи часто сталкиваются с этой проблемой, и хотелось бы какие-то ваши мысли по этому поводу услышать. Да, Ромео? Учитывая, что правовой отдел и отдел демографии, оно взаимосвязано, естественно, в работе, проводя хронологию, то есть это жилищная программа, она предусматривает выплаты финансовых средств в помощь на приобретение жилплощади. Учитывая, что в самой жилищной программе там фиксированные суммы, да, сегодня за те суммы, которые предусмотрены программой, тяжело найти жилплощадь. Мы это видим по статистике, да, то есть как люди не успевают в течение года, приходится, да, эти средства переносить, изыскать, чтобы выплаты шли в следующем году и так далее. То и выплаты по программе развития демографии, то есть взаимосвязь, в принципе, она может быть только в финансовой части, то есть подпорой, то есть учитывая, что если у нас гражданин обратился за рождение там
программу развития демографии за 5-го ребенка, да, там уже там сумма другая, да, выплаты. Учитывая, что он еще по нашей программе, да, у него одобрили ему финансовые средства, то, естественно, это уже является такая энная сумма, за которую сегодня уже в наших реалиях, то возможно найти какую-то жилплощадь. То есть, в принципе, что прям по этой линии пошагово пойти необходимо, конечно, депутатам парламента. У нас в первом чтении, значит, был принят закон о демографии. То есть дальше уже как бы в окончательном чтении как бы принят данный закон, и из этого закона вытекает уже программа развития самой демографии в целом в республике, так как сама демография это не является только рождаемость, да, то есть это и причина смертности, и внутренняя миграция населения, то есть это и трудоустройство, то есть тут очень много фактов. В принципе, вся социальная сфера сегодня, да, у нас в республике, она сконцентрирована у нас в области демографии. А вообще какая-то статистика ведется по поводу того, сколько людей, скажем так, молодых до 30 лет нуждается, или семей нуждается в жилье? Ну вот, если опять уйти, да, вот в хронологию, знаете, когда в 2019 году данная программа заработала, тогда же были 2 программы у нас, и категории были поделены. Значит, в одной программе, она называлась «Жилище 2021», там предусматривалась такая категория «Общий порядок». То есть это все те граждане, которые не обладали и не обладают жилплощадью Республики Абхазия, могли обратиться. Естественно, в данную категорию это самая большая категория обратившихся. То есть у нас вот с 2019 года, то есть там в основном это молодые семьи, то есть либо на тот момент вступившие в брак, но без детей, ну, как бы, то есть пока еще дети не родились, или же у кого 1, там, 2 детей. И у нас таких заявлений более 600. Они до сих пор лежат? Они пока, да, ввиду того, что, учитывая, это была начальная стадия той самой программы, и когда объем заявлений начал поступать от самых наиболее социально незащищенных слоев населения, то есть это инвалиды первой группы, дети, инвалиды, сироты, да, там 5 и более детей, и учитывая размер финансирования данной программы и возможности в целом государства, то есть было принято решение, то есть, как говорится, из наиболее нуждающихся категорию выбрать, и сначала эти категории данные покрыть, а потом уже как бы поэтапно, наверное, со временем тоже дойдем к тому, что... Ну, насколько я понимаю, в следующем году тоже будет такая социальная программа, да, без вот этой ипотечной части, скажем так, которая была раньше. То есть она не будет охватывать вот эти семьи, которые, ну, молодые, скажем так. Ну, да, учитывая, что у нас пока еще полностью не покрыты, значит, данные категории, то есть, да, в оказании финансовой помощи, то мы, естественно, к другой категории перейти пока не можем. Это все, опять-таки, зависит от финансирования возможностей в целом государства, то есть в данном направлении. Ну, какие еще резервы есть для улучшения демографии, скажем так, ситуации вот в этой сфере здесь у нас в республике? Ну, у нас сейчас, например, знаете как, вот отдел демографии сегодня занимается статистическим сбором статистических данных. То есть прежде чем перейти к решению какой-нибудь определенной проблемы, то есть сперва надо понимать, да, то есть всю саму проблему. В рождаемости, да, сегодня у нас какие-то статистические данные есть. Вот мы ведем статистические данные детей, которые родились на территории Республики Абхазия. Сейчас проводим сбор анализов статистических данных, вернее, которые родились за пределами Республики Абхазия. Ведь еще помимо данной программы еще есть выплаты фонда социального страхования и так далее. То есть там тоже, да, вот на 2023 год предусмотрены были увеличения финансирования, то есть выплат. А также ведется сбор в соответствующих учреждениях, значит, медицинского медучреждения и так далее. То есть причину смертности молодого, значит, коленостарческого возраста, то есть какие еще... То есть тут... работа очень объемистая. Работа, то есть сейчас вот таких вот цифр основных, они еще собираются? Да, они еще собираются, потому что мы устанавливаем сейчас причину. То есть вот заболеваемости какие, почему, допустим, сегодня, да, там, на молодое поколение в возрасте 30 лет такой большой объем смертности. Да, у нас. Можно ли вот без этих данных работать над законом? Сложно без этих данных, конечно же, работать над законом.
Мгм. Ну, скажите, может быть, есть все-таки какой-то костяк данных, на который можно ориентироваться? И как вы вообще видите эту ситуацию с демографией? Да, безусловно, демографическая ситуация, как я уже говорила, имеет проблему на территории Республики Абхазия. И сейчас мы разрабатываем и хотим усовершенствовать. И в дальнейшем, я думаю, мы как-нибудь решим эту проблему. Какие-то подвижки? Ну, в любом случае, потому что вот сам законопроект, который находится еще в парламенте, да, после первого чтения, там это не просто там законопроект, а сам законопроект подразумевает создание программы, то есть целой программы, и внутри этой программы несколько этапов развития демографии, в том числе и охватывается это и жилищная проблема, то есть молодых семей, и многодетных, то есть это то, что туда включено. То есть там 4 этапа внутри. То есть это с момента основания семьи и сопровождения, то есть уже до совершеннолетия детей. То есть у нас, как бы, в принципе, данная программа начерного варианта уже есть, просто необходим закон. И, естественно, финансирование. Мне вот еще интересно, вот какие-то резервы, да, вот на изменение вот этой программы, о которой вы говорили, демографической, были привлечены из фонда репатриации. Да. Но это же тоже касается демографии. То есть, получается, конечно, просто перекидывание средств. Средства, то есть исполнителем данной программы является Министерство социального обеспечения, а вот финансирование данной программы происходит из фонда репатриации. А на саму репатриацию эти средства... Нет, это при самой репатриации комитет. Специально? Это, да, и при комитете, значит, есть свой фонд, отдельный фонд. То есть это фонд, в принципе, это как То есть нельзя сказать, что вот забрали у них. Нет, это копилка. То есть нельзя, конечно, не подметить тот факт, что сам фонд репатриации был инициатором внесения данных изменений в эту программу ввиду того, что средства, то есть как бы сейчас не совсем будет правильно сказать, что свободные средства, но более было принято приоритетом направить данные средства в эту программу, да, потому что на сегодня проблема демографии мы прекрасно, в принципе, понимаем, на каком она у нас уровне, и любая возможность для улучшения данной ситуации, проблемы, то, конечно, ее надо всегда этим воспользоваться. Фонд репатриации, в принципе, также проявил инициативу, его совместными усилиями были внесены вот данные изменения, что это касается выплат. И вот средства были изысканы, значит, вот из фонда репатриации. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью.